Традиционно встретить Новый год в стране души приезжают сотни туристов. И 2024 не стал исключением. Едут семьями в новогодние праздники. Нас посетили гости из Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Башкортостана, Беларуси. По словам специалистов Министерства туризма, в среднем количество бронирований на новогодний период увеличилось в 3,5 раза в сравнении с предыдущими годами. О росте спроса сообщили представители Интуриста, а также туроператоры «Альян». В топе отели, работающие круглогодично с предоставлением питания и дополнительных услуг, спа, медицинское обслуживание, бассейн, новогодняя программа. Например, в Гагарском Гранд-отеле «Абхазия» была 100% заполняемость. Номерной фонд гостиницы Гранд-отель «Абхазия» занимает около 317 номеров. На новогодние праздники у нас было около 1300 человек. Это практически 100% заполняемость. В прошлом году было немного меньше людей, но в этом году у нас отель был практически полный. В Министерстве туризма подчеркнули, что столь активный спрос на новогодние туры в Абхазию стал возможен благодаря увеличению количества отелей, предоставляющих весь комплекс услуг и обладающих развитой инфраструктурой. Как отмечают в компании «Альян», высока и доля туристов, возвращающихся в отели, в которых уже отдохнули летом. Их привлекает сервис, ведь они уже успели его оценить. Мы очень часто работали над именно добавлением различных интересов для туристов наших, которые приезжают к нам. Мы сделали флору именно в отеле развлекательную, очень максимально удобную для туристов, чтобы они знали, куда они могут идти. Имеется, конечно, у нас зимний бассейн, он и работает и летом, у него температура нагревается до 25 градусов. Также он работает у нас зимой у нас тоже он нагревается. Очень много позитивных отзывов у нас было, очень много людей. До 10 числа отель был практически у нас полный. В общем, по информации Минтуризма, загрузка отелей в период новогодних праздников в среднем составила от 47 до 75%. Во многих объектах были достигнуты значения 90 и 100%. На Новый год у нас всего 14 номеров, и у нас была 100% заполняемость. Конечно, большинство уже уехали, уже новые гости, и, естественно, мало людей сейчас. А вот по сравнению с прошлым годом в этом году больше или немножечко меньше? Можем сказать прям одинаково. В прошлом году и в этом году у нас вот всегда есть люди. Дом отдыха Челюскинцев 168 номеров. С 28 декабря по 7 января дом отдыха Челюскинцев был заполнен на 80%. В сравнении с прошлым годом показатели намного лучше. В курортно-оздоровительном комплексе «Страна души» отдохнули более 200 человек. Это место среди гостей стало одним из самых излюбленных. На отдых сюда приезжают не только из северных регионов России, но даже из соседнего теплого Сочи. Ростов обязательно, Краснодар, Сочи. Из Сочи приезжают. Вот даже сейчас вот люди у нас проживают из Сочи. Семейная пара. Нравится тоже. Люди, кстати, некоторые купались, когда было солнце. Мы выставляли им шезлонги, они купались и очень даже были довольны. По словам специалистов, туристов радует не только сервис, но и приятные цены в зимний период. Новогодний тур в Абхазию на 5 ночей на двоих в отель 4 звезды с завтраком обошелся в среднем в 50-60 тысяч рублей, без учета расходов на трансфер. По-прежнему самыми посещаемыми местами стали Новоафонская пещера и Рицинский национальный реликтовый парк, который с начала года радует яркими зимними красками. Объем финансовых поступлений за проданные билеты на Рицу составил около 7 миллионов рублей. С 1 по 16 включительно мы приняли 10 900, 11 тысяч туристов. Если сравнивать с прошлым годом? Аналогично. Такие же цифры. Конечно, новогодний период прошел, праздничные дни прошли, сейчас цифры уменьшаются, от 150 до 200 человек ежедневно принимаем. Красоту национального заповедника в это время не описать, ее нужно увидеть, говорят гости нашей республики. А самое главное в путешествии в зимнюю сказку по горным склонам – безопасность. И сотрудники национального парка стараются ее обеспечить. Для этого приобретена новая техника. На участках дежурят инспекторы, которые следят, чтобы вещи гостей были в целости и сохранности.
За весь прошлый год, 23 один такой был случай, что обокрали туриста, разбили ему форточку или лобовое стекло, не помню, залезли в машину. Был один случай всего лишь за весь 23 год. А за 16 дней Нового года таких случаев и не было, я думаю, и быть не могло, потому что все под контролем. Во-первых, видеокамеры работают, во-вторых, инспектора там на месте, круглосуточно дежурят, обходы делают, и поэтому все в норме. Дорога была вычищена вовремя, все службы были приведены в готовность номер 1, круглосуточно вычищался снег, отсыпался песок. У нас песок заранее был заскладирован, он и сейчас лежит там. В случае необходимости отсыпается песок при гололеде. В случае необходимости снегоуборочник убирает снег. Был один случай, но, слава богу, все живы-здоровы. Машина ушла в речку по непонятным причинам. Мне кажется, тут скоростной режим повлиял, молодые ребята. Но, слава богу, все живы и здоровы. В общем, дорога к самому озеру открыта, чего не скажешь об Аватхаре. Снег там достигает почти 2 метров, поэтому в целях безопасности маршрут туда закрыт. На дежурстве находятся только сотрудники парка. Ближе к весне, конечно, мы откроем и расчистим дорогу. А сейчас шлагбаум опущен для всех. И для туристов, и для местных граждан. Это связано исключительно с безопасностью, потому что там лавинных мест немало, могут произойти трагичные случаи. Поэтому дорога закрыта на Аватхару. А до Рицы, пожалуйста, любой транспорт только на зимней резине. В Новоафонской пещере, по словам сотрудников объекта, на новогодние праздники было больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 января по 16 января Новоафонскую пещеру посетило 7832 человека. В прошлом году пещеру посетило 7212 человек. Но если брать по деньгам, то сумма за 2024 год с 1 января по 16 5 миллионов 482 тысячи рублей. Конечно, после новогодних праздников количество туристов в республике уменьшилось. Многие уехали, но они с нетерпением ждут встречи со страной души. Гугут Саварданя, Сария Кварацхели, Алексея Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.